Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы в 5 классе. Мы сегодня продолжаем изучать раздел «Климат и природа». Тема сегодняшнего урока – «Мир живой природы». Цели урока – понимать основное содержание произведений фольклора и литературы, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему. Определять прямое и переносное значение слов, создавать устное высказывание по теме. Первое задание. Ознакомьтесь с загадками поэта Владимира Степанова. Какие слова помогли вам их отгадать? Первая загадка. Серое перышко, золотое горлышко. Это соловей, бул-бул. Вторая загадка. То рыжая, то серая, а в лапках шишка спелая. Это, ребята, белка. Тин. Третья загадка. Серая шейка, желтый носок, плавает в речке, как поплавок. Это утка. Юрик. Четвертая загадка. Известно с давних нам времен, что эта птица – почтальон. Это голубь, кептер. Пятая загадка. Не сидит она на месте, на хвосте разносит вести. Это сорока, саускан. Шестая загадка. Врач лесного царства лечит без лекарства. Это дятел, токолдак. В словосочетании «золотые часы» прилагательное обозначает «сделанные из золота», а в словосочетании «золотые листья» это прилагательное обозначает «цвет золота», то есть «желтый». Почему одно и то же слово «золотой» в разных значениях? Вещи из золота желтого цвета, и листья похожи цветом на золото. Поэтому и стали желтые листья называть золотыми. Так у слова «золотой» наряду с прямым значением появилось переносное значение. Прямое значение «тура магна» – это основное значение слова. Переносное значение «ауспала магна» – это вторичное значение слова, связанное по смыслу с прямым значением. Посмотрите на рисунки. Мышь – это небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длинным хвостом. Это слово употреблено в прямом значении. А на втором рисунке мышь компьютерная. Значение этого слова переносное. Упражнение 83. Укажите, в каких примерах выделенные слова имеют переносное значение, а в каких прямое. Составьте предложение с 3 словосочетаниями, в которых выделенные слова имеют переносное значение. Мягкий диван – прямое значение. Мягкая зима – переносное значение. Хмурый человек – прямое значение. Хмурая погода – переносное значение. Холодный воздух – прямое значение. Холодный взгляд – переносное значение. Метафора – это переносное значение слова, которое основано на скрытом сравнении, без слов как будто, словно, одного предмета или явления с другим по сходству. Например, железные гвозди и железное здоровье. Здоровье может быть крепким, как железо, так как вещи из железа прочные и крепкие. Часто действия людей приписываются неживым предметам. Например, говорят, ветер уснул, то есть затих, перестал дуть. О ветре сказано, как о человеке. Это олицетворение, вид метафоры. Упражнение 84.
Какие действия человека приписываются в данных отрывках из стихотворений неодушевленным предметам? Как называется этот художественный прием? Прямое или переносное значение имеют слова, называющие эти действия. Назовите авторов стихотворений. Первое стихотворение. Послушайте. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день». Назовите автора этого стихотворения. Правильно, это стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Послушаем второе стихотворение. «Тучи мрачно окутали весь небосвод, это осень в дождях и туманах ползет». Автором этого стихотворения является Абай Кунанбаев. Третье стихотворение. «Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонит со двора». Автором этого стихотворения является Федор Иванович Тютчев. В этих стихотворениях действия людей приписываются неживым предметам. Например, небо дышало, солнышко блистало, тучи окутали, осень ползет, зима злится, весна стучится. Этот художественный прием называется олицетворение. Это вид метафоры. Упражнение 85. Сравните данные словосочетания. В каких из них качества, свойства, действия неодушевленных предметов перенесены на одушевленные и наоборот, одушевленных на неодушевленные? В словосочетаниях «железные нервы», «золотые руки», «говорь волн» неодушевленные предметы перенесены на одушевленные. А в словосочетаниях «ласковые лучи», «пустая голова», «рев водопада» одушевленные предметы перенесены на неодушевленные. Назовите словосочетание в прямом значении. Ножка гриба, ручка двери, спинка стула. А теперь назовите словосочетание в переносном значении. Шляпка гриба, носик чайника, голова поезда, хвост самолета. Молодцы. Упражнение 87. Прочитайте. Выпишите примеры переноса значения. Первое по свету, второе по назначению. Давайте прочитаем словосочетание по свету. Золотая осень, розовые мечты, серебряная роса, седой туман. Второе. Прочитаем словосочетание по назначению. Крыло самолета, дворник машины. Молодцы, ребята. Упражнение 89. Какое толкование выделенного слова соответствует его значению в этом тексте? Почему радуга семицветная? В каплях майского дождя засверкала чешуя семицветная. И над зеленью ракит в небе радуга горит самоцветами. Здесь выделенное слово «горит». Выделенное слово «горит» соответствует со словами «сверкать», «блестеть». Упражнение 90. Найдите в предложении глаголы в прямом и переносном значениях. Какое действие они обозначают? Первое предложение. Пришла весна, пригрело солнце, и старуха-зима расплакалась. В этом предложении «пришла», «расплакалась» глаголы употреблены в переносном значении, а «пригрела» употреблено в прямом значении. Второе предложение. Осенний лес плакал, теряя свой наряд. В этом предложении глагол «плакал» употреблено в переносном значении. Лес плакал. Третье предложение. Плачут, плачут сосульки под крышей.
В этом предложении глагол «плачут» употреблено в переносном значении. 4. В потоках дождя купается земля. В этом предложении глагол «купается» употреблено в переносном значении. 5. предложение. Огромная туча заслонила край неба и вдруг заплакала горючими обильными слезами. В этом предложении глагол «заплакала» употреблено в переносном значении. Туча заплакала. 6. предложение. Сад купался в золотых лучах солнца. В этом предложении глагол «купался» употреблен в переносном значении. Сад купался. Упражнение 91. Прочитаем рассказ Сладкова «Лесные силачи». Ударила первая капля дождя. Начались соревнования. Соревновались трое: гриб-подосиновик, гриб-подберезовик и гриб-маховик. Первым выжимал весь подберезовик. Он поднял листик березы и улитку. Вторым номером был гриб-подосиновик. Он выжал 3 листка осины, сосновую шишку и маленького лягушонка. Маховик был третьим. Он расхвастался, раздвинул шляпкой мох, подлез под сучок и стал выжимать. Жал, не выжал. Победителем вышел подосиновик. Награда ему алая шапка чемпиона. Укажите верные или неверные ответы. 1. Прямое значение – это основное значение слова. Ответ верный. 2. Прямое значение по-казахски ауспалы мағына. Ответ неверный. 3. Переносное значение – это значение вторичное, образное, связанное по смыслу с прямым. Ответ верный. 4. В словосочетании «серебряная роса» прилагательное употреблено в прямом значении. Ответ неверный. 5. В художественных произведениях слова с переносным значением используются как выразительное средство. Ответ верный. Упражнение 92. Составьте синквейн к слову «радуга». Вы знаете, синквейн состоит из 5 строк. Первая строка – тема «радуга». Вторая строка – «радуга какая?» Веселая, цветная. Третья строка – 3 глагола напишем. Радует, светит, переливается. 4 строка – составляем предложение. Радуга появляется после дождя в небе. И 5 строка – радуга – это явление. Спасибо вам за урок. До свидания.